Дорогие друзья, пришло время заняться батиком. Это интересная техника росписи ткани с резервирующей основой. Сегодня в этом увлекательном занятии вообще разобраться в многообразии различных техник нам поможет наша старая знакомая Наталья Николаевна Захарова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы снова посещаем ваш мастер-класс. На этот раз он посвящен батику. Расскажите, что это за такая техника интересная? Это древняя техника, вид рукоделия, когда раньше люди сами делали на ткацком станке полотна тканей из хлопка и из льна, они начали придумывать из растительных красок, придумывать разные цвета тканей. Ткани были очень дорогие в те времена, только богатые люди одевали, например, в Индонезии, в Японии, в Китае, в Египте. В таких теплых краях вот батик у нас развился, до сих пор развивается. В России тоже. Вот сейчас мы рисуем такими современными красками акриловыми и анилиновыми красками. Ну а раньше это использовались, конечно, природные материалы, природные краски. Ну а все население планеты в это время ходило в чем? В мехах. В мехах. А батик это была, в общем-то, привилегия, привилегия аристократии в начале. Ну а сейчас батик это вот перешел в разряд рукоделия, да? Но при этом, дорогие друзья, в 2009 году с удивлением я узнала из Википедии, что батик признан ЮНЕСКО, вообще введен в список шедевров устного, вернее не устного, а духовного богатства человечества, наследия. То есть это вообще это изумительная вещь. И батик возник действительно, вот если почитать историю, немножко куда-то углубиться в эту сторону, батик возник тогда, когда и началось производство тканей. Это вот Египет, Япония, Китай наверняка. И, наверное, в этих странах у каждой страны своя техника сложилась. Ну, поскольку это связано и с климатом, и с производством тканей. Если Египет, допустим, это полотно, вначале это было хлопок, а Япония, Лен, Китай, это все-таки уже такие ткани, благородные, шелка. Бархат. Хорошо, ну давайте начнем. Сегодня чем мы будем пользоваться? Вот расскажем. Сегодня мы будем пользоваться, естественно, такими современными акриловыми красками по ткани. Есть еще у нас такой резервирующий контур прозрачный, чтобы краска не расплывалась на всю ткань. Нужны нам, конечно, бумага и карандаш для эскизов, соль, крупная соль. Это опять-таки тоже для резервации, она делает такие эффекты. Еще и кисточки синтетика. Есть еще такие фломастеры, для деталей, для декора пойдет. Так, сейчас мы сделаем сначала эскиз. Эскиз нашего будущего произведения. Так как мы живем в Якутии, мы будем рисовать эскиз в национальном стиле. Цветочки наши, лилии. Лилия саранка. Саранку будем рисовать. Национальный цветок, вот так, который просто, мы все любим. У многих на даче растет. 6 лепестков рисуем вот таких изящных лилий. 6 вот так, И тычинки обязательно. А обычно у лилии это 6 лепесточков. Да? Это здесь это середина, которая вот эта штучка. Так, здесь лилии вот так, они в разных этих, например, движениях. Вы тоже можете себе... Могу тоже, отложите вот эту рамочку. Хорошо. И вот здесь, чтобы высоко было, мы специально здесь положили подложку такую. Подложку из картона и из дощечки. Так, лилии рисуем в разных движениях, в разных ракурсах. Ну, главное, чтобы это было 6 лепестков, да? Да, соблюдаем биологические построение цветка. И цветок, когда мы рисуем в картинках, делаем тоже нечетное количество. 5 штук достаточно, Ну, она у меня какая-то такая получилась. У вас какая-то гибрид получился, Новый вид лилии. Новый вид лилии создали.
Так, бутончики можно. И бабочку, например, да? Маленькую бабочку нашу якутскую сделаем. Полевые цветы. Скоро лето. Да. Мы все в предвкушении дачного сезона. И травинки всякие сделаем. Интересно, вот, допустим, если Любой Китай, рисунок. Япония, Индия, Индонезия, вот техники, какие техники есть у батика? О, Ну, такие техник распространенные очень самые. много. Они трафарет сначала делают, да, чтобы повторились рисунки, узоры, да, их национальные узоры, они на полотнах аккуратненько располагают и делают как бы трафарет, ну, простой трафарет, да. Раньше делали еще вот из растительных материалов, из дерева, они вырезали как бы из росы и там печатали, как делали павлопосадские платки, ну, типа такого, да, на деревянных этих делали. В дощечках. В дощечках резали узоры. Вырезали. Вырезали и краской покрывали, и этим делали вот такие повторяющиеся узоры. Есть еще ручная роспись. Ручная роспись, она делается кисточкой сразу. Художники тоже вот красивыми такими, ну, тоненькими кисточками они наносили на шелке. Например, в кимоно, в индийском сари, да, мы можем видеть такие красивые узоры. В основном растительные. Цветы, орхидеи, разные восточные такие Мотивы, да, природа. пионы, павлины у них. Животные красивые, птицы да. райские. Да. Еще один цветочек добавьте. И травинки. Теперь у нас ткань, у нас современная. Вот. Раньше все на натуральных тканях рисовали, да? А мы сейчас, давайте вот сегодня на шифоне попробуем. Через шифон у нас картинка видна. Так, берем контур вот такой и через вот этот смотрим и наносим вот эти наши лепесточки. Контур нам помогает, чтобы краска, она не распространялась по всему, по всей поверхности. Так, еще использовали свечку. Свечка тоже держала краску, да? И чтобы контур был аккуратный, лепестки были аккуратные, тоже использовали свечку. Мы свечку тоже сегодня попробуем. Так, на фоне, например, когда будем рисовать фон. Так, бутончик. Два. Да. И, кстати говоря, оно так увлекает, и даже вот стараясь обвести, абсолютно все обводим, да? Да, смотрите. Ох, как здорово, как красиво. Чуть-чуть подождем. Получилось, чтобы подсохло, да? Да. Ручную роспись, трафаретную, еще использовали веревочки, камешки использовали. Завязали камешки речные или морские, да, и узелковая, она называется узелковая. Горячий батик есть, горячий батик тоже, ну, ручную роспись тоже используют горячим батиком. На палочке заворачивают ткань, которая уже нарисована, и кладут в кастрюлю, закрывают крышкой. И в водяной бане она вот, несколько часов, вода должна кипеть, а сверху пар должен пропитывать, и тогда краска долго сохраняется и не смывается. Туда еще ложат соль, кладут соль и уксус. Тогда краска дольше сохраняется. Раньше использовали цвета, чтобы получить разные цвета, они использовали траву, кору, отвар коры дерева, разного дерева, да. Использовали еще черное, чтобы получить черную краску, они добавляли сажу, ну такую сажу,
мочевину использовали. Ну, все, что натуральное, подходит для окрашивания тканей, льняных тканей и шелковых тканей и хбшных, хлопчатобумажных. А шерсть окрашивают? Шерсть тоже окрашивают. И точно по такой же... Да, потому что все натуральное, оно хорошо впитывается, да? Впитывает вот эти краски природные. Валяние тоже используют. Вот, кстати, батик тоже помогает. Вот две техники можно использовать для одежды. Например, на шелке, на натуральном шелке можно сделать красивые узорчики, и наверху можно класть шерсть. Получится нуна-фелтинг. Да. Да, с использованием батика. Зато вот цветные нитки не ложат, а Не рисунок кладут. сам. Ага, Ой. не кладут. Видно, да? Нет, у Посмотрим-ка. меня не получилось. Вы должны были сильно давить. Ага. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Здесь Будем вместе. за вами наблюдать. Ага. Так, листочек у нас ровно лежит. Берем кисточку. На палитре давайте сделаем цвет нашего цвета. Оранжевый цвет, да, немножко такой. Угу. Ну, саранки у нас оранжевые. Не только такой красный цвет, и желтый цвет. Соединяем. Еще Первый сделаем раз, оттенки. Когда разные пробуешь, это оттенки. очень интересно, но сразу Все равно вспоминаешь есть свои секреты, да? детский сад, занятия в детском саду. Теперь мы убираем вот эту подложечку, да? Нет? А, под ней? Ага, под ней. Прям по Вы ней, смотрите. да? Ага, смотрите, где они расположены. Мгм. Так, кисточкой Только пробуем. она должна быть немножко, чуть-чуть, несколько сантиметров, миллиметров на весу должна На весу быть. должна быть, так. И обводим наши Да, до нашей Линии. резервирующей линии. состава, резервирующего состава. Так, вот здесь внутри у нас будет немножко темные места. Насыщенно такой красный цвет добавим. Акриловые краски по ткани, они везде продаются в наших магазинах, канцелярских магазинах. То есть вполне можно Вполне можно, приобрести. все продается сейчас. Раньше анилиновыми красками, ну, порошковые краски использовали в 90-х, 2000-х годах. А сейчас все есть. Можно Ой. заказать. Здорово. Резервирующее окрашивание – это именно когда это такая вот технология, когда вы окрашиваете ткань, она, допустим, на каком-то полотне вы решили, вот как я, ну, создать, скажем так, цветочек, да, вот такой вот. И вокруг вот это резервирующее, как это Здесь сказать, серединки добавьте красного. красного добавить, да? Все время смешиваем цвета. И Постепенный переход. резервирующий вот этот контур, он не позволяет нашей краске разойтись дальше по полотну. Для этого вот используется вот, ну это гель, да, контурный гель, прозрачный. Но в магазинах тоже он есть. Есть. Вот раньше свечку использовали. Тоненькие свечки бывают же для, например, для праздников. Эти, они очень удобные. Вот сейчас я вам немножко продемонстрирую, как ведет себя свечка. Держит ли она краску, да? Сейчас вот в этих местах сделаю, как будто травинки, веточки. Вот сейчас как раз. Вот видно у вас. Так, фон у нас будет зеленоватый, такой голубой, нежно-голубой цвет, бирюзовый. Вот смотрите. Желательно кисточки должны быть мягкие и А немножко натуральные упругие. кисти можно использовать? Да, можно. Вот, натуральные кисти можно тоже использовать. Чтобы краска оставалась на ткани, вот вы сказали, используется Соль. соль и уксус.
Да, уксус. Да? Это в горячем батике. То есть вот эти краски, они специально для ткани или обычную краску масляную можно использовать? Нет, они специально по ткани. Именно по ткани? Да. То есть если вы хотите заняться батиком, то непременно нужно, конечно, обзавестись всем необходимым. Это кисти, это краски специальные, как мы поняли. Так, соль пошла в ход. Соль что мы делаем? Присаливаем? Пока у нас краска не пока мокрая, да? Мокрая, не впитала, не стопит, просохла. не просохла, мы должны посыпать солью местами, да? И она потом постепенно, она вот так делает интересную фактуру. Ну, То есть где-то чуть-чуть будет, крупная соль нужна. Да, посветлее, где-то потемнее тона, да, получится? Да, интересно. Она расплывается. Все-таки ткань это не картина ведь, и поэтому, естественно, конечно, она требует особого подхода у художника, у мастера. Не смывается. Сразу положили, кисточки, вот следы, мазки должны быть точные. И когда мы заканчиваем работу, да, мы хорошенько должны проутюжить, чтобы между волокнами, здесь микро такие, тонкие ниточки, да, чтобы краска туда полностью под горячим утюгом, чтобы она прошла во все волокна ткани. Тогда она будет устойчивая. Чем больше цветов, тем лучше, ярче смотрится, да? Живопись, все равно живопись на ткани. Ну, да. Если одним цветом рисуем, это уже как бы трафарет, например. При трафарете используют 2-3 оттенка, 2-3 цвета. А когда ручная такая роспись, да, свободная роспись, тогда много разных цветов, оттенков надо. Так, Ну вот вы практически заканчиваете. У нас фон остался и декор, маленькие эти травиночки. Так, бумагу можно убрать. Она немножко мешает. На весу должны. Вот Да, большая рама, потому например, что да, если видно. мы шарфики хотим или платочки хотим сделать. Это просто для ознакомления Для вот и примера. показа. Ага, для примера. И чтобы вы узнали, что такое батик. То здесь у нас получается, какое-то небо, да? Ну, То как есть бы мы будет макет смешиваем, вот да, так, как будто. мы смешали голубой цвет, зеленый Бирюзовый. цвет. Бирюзовый это цвет, да. Ну, большой кисточкой можно. Побыстрее будет, да? Да, тут у нас Только уже вот очень много воды надо, чтобы краска кисти была постоянно чистая. нужно Да. промывать. Промывать и Да. промывать везде и всюду, чтобы краска была, чистые цвета получились. Так, здесь посыпьте солью, пожалуйста. Именно вот здесь, да? Ага, где пока мокро. Где еще пока? Хватит? Хватит. Так, где-то краску можно положить погуще, где-то поменьше, пожиже с водой. Воды, чтобы было много. Я вот немножко тут один цветочек вот кое-как вот нарисовала, да, разрисовала. Но сразу как-то совершенно я забыла о каких-то проблемах, о каких-то там своих заботах. Вот, потому что у меня все мысли как бы вот как-то вот Ушли, да? да, ушли в этот цветочек, Только. но да. Но наверняка вот люди все талантливы, правда ведь? Да, все талантливы. Поэтому Даже нужно это вот с детства, после пенсии наверное. люди. То есть люди, которые начинают даже рисовать. на пенсии могут... Не все потеряно, дорогие Да. друзья. Можно Главное заняться начать и творчеством, пробовать. попробовать. И это действительно помогает как-то оторваться от телефона. Вот. Да, на какой-то момент. Можно солью, да, присыпать? Да. Там, где вы Это немножко... местами только. Не везде. Не везде. Вот батик очень увлекательное рукоделие. Пробуйте, приходите во дворец на Занимайтесь. мастер-классы. Можете записаться. То есть можно прийти с ребенком, Да. а если у меня нет ребенка, можно самому прийти взрослому человеку. Да, всех мы
учим этому делу. Ну, не только батику, но есть очень много разных Различных мастер-классов рукоделий. проводится. Да. Ну, почти так, Очень да? здорово. Теперь осталось сделать мелкие детали. Мгм. Так, соль здесь посыпали, здесь наверху чуть-чуть еще посыпьте. Вот так, пока не высохло. Теперь берем еще тонкую, давайте возьмем эту Большой? большую кисточку щетина. Мы сделаем немножко, вот темно-зеленый цвет возьмем и Так. здесь сделаем как бы тень, ну как бы тень. Падает тень. И вот эта кисточка тоже оставляет такие интересные следы. Мгм. Стол Вы тоже стоящий попробуйте. снимать. Ну, это все, Вот здесь. между прочим, вот здесь вот. Да? Мгм. Вот так. Да, в разных местах. Наверху, внизу. Не бойтесь. Главное, вот ткань, она должна плотно вот так. Да, чтобы, Ага, чтобы вот. это точно. Да. Она должна быть плотненькой. Вот здесь можно? Ага, можно. Именно вот у растений, да? Мгм. Ну, получается, не так изящно, как у вас. Ну, нормально. Вы молодец. Так, теперь я вас, вот вам дам тонкую кисточку, чтобы вы сделали, вот, например, вот этот салатовый цвет добавим. Записала свою фамилию. Здесь травинки сделайте. Травинки, так. Ну, везде там, Вот где-нибудь. так, да? Да, вот. Здесь уже вот у нас резервирующий состав был, да? Мгм. Можно чуть потемнее оттенок. И на палитре обязательно. Вот здесь. Ага, пробуйте. Смазать. Вот Так, уже а где еще такое летнее травиночки? настроение, да? Выходит. Это Вообще уже здорово. практически мы попали в лето. Да. Солнечная погода у нас, да? Получилась картина. Можно здесь еще добавить, ну, когда высохнет, можно бисеринки. И тогда будет просто Да, замечательно. объемно получится, как 3D картина будет. Вот в национальных, ну, таких платьях, якутских современных платьях, мы тоже оформляли бисером. И получилось здорово. Да, Да? здорово. Слушайте, вы являетесь инноватором, да? Вы придумываете свою технику какую-то, Не да? знаю, но как вот все равно по ходу Да, придумываешь когда всякие разные. стоит только начать, а потом Да. уже фантазия, как говорится, да, Да. нет границ. Нет границ. Да, это здорово. Самое-самое вот это последнее, да? Вы тоже давайте Предела совершенству нет. Что вот нужно тонкую кисточку берем. сделать? И, например, у нас коричневого цвета нету. Мы сами делаем Создаем коричневый коричневый. цвет. Зеленый Смешиваем цвет зеленый и красный цвет, например, да? красный, да? Ага, цвета тоже мы должны, То есть по как- колористике какие цвета получится у нас- подходят, какие, как получать цвета, мы должны тоже знать. Ну, в процессе, Ну, в школе учат, в процессе, дети знают. когда, да, ну, дети знают, а взрослые нет. скорее Забыли, всего. да? Да, поэтому вот так. в процессе, как бы, главное начать. Главное начать. И везде информации много, там посмотрите. И можно создать наверняка, придумать свою какую-то технику. Теперь делайте здесь немножко вот эти стебелечки. Вот есть стебелечки. То есть мы просто вот так вот одной линеечкой Да, тык, чуть вот так вот соединили. так. Теперь вот здесь сделайте Так, где? зеленым. Вот с этой. Вот с этой? Ага, посерединке. Вот так. Это вы какой цвет взяли? Не знаю, коричневый. С другой надо было, да? Ну, таких можно превратить чуть-чуть. Вот такой цвет. И Все дополняем. огрехи. Кстати, у саранки есть черные точки, да, местами. Чуть-чуть акцентик сделаем, только не во всех, не по всему лепестку. Внизу только вот здесь, например, да? Те, кто воочию видели эти саранки, точечки
обязательно делаем. Да, Такие. очень красиво получается. Наша северная лилия, Да, наш самое- национальный цветок. Когда расцветает саранка, это, знаете, это душа просто поет и радуется, потому что лето у нас очень короткое в нашем регионе. И мы радуемся буквально каждому дню солнечному. А когда саранка расцветает, это просто на душе, ну прям вот, ну лето, весна, жара. И в конце концов это ведь скоро и закончится, да, впереди зима, зима близко. Поэтому мы очень радуемся. И вот этот цветочек, он похож на солнышко, да, и поэтому у нас в республике его очень-очень любят, этот цветок. У многих на дачах растут саранки, прям вот лелеют их, там где-то там выкопали, посадили, пересадили. Луковички. Да, а у кого растет саранка сама по себе, ну это просто счастье. Да. А мы эту саранку здесь изобразили в нашем. Ну, у кого нет Кусочки. саранки, можно вот таким вот образом поселить у себя саранку. Ну, практически все, да. Теперь осталось, когда высохнет, вот Смахнуть соль. да, соль убираем. И Вот здесь получится, да. красиво, да, получилось. Да, очень красиво, прям вот. Так, Здесь и еще чуть-чуть не высохло. Мгм. Вот такая картина у нас получилась. Да, здорово, замечательно, дорогие друзья. Вот такие саранки вы можете выполнить сами своими руками, повторяя все за нашей учительницей, за Натальей Николаевной Захаровой. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Мы Спасибо. благодарны, что вы нам провели вот такой замечательный мастер-класс. Те, кто хотят сами пообщаться вот прям напрямую, можете прийти во дворец детства. Вам все покажут, все расскажут. Покажем. Поправят. Если надо, направят на путь истинный. Ну, дорогие друзья, пробуем.